Говорят, что новое– это хорошо забытое старое. Если взять занятие оригами, то так оно и есть. Оригами– это искусство складывания бумаги. Есть еще и модульное оригами. Модульное оригами– это удивительная техника создания бумажных фигурок из нескольких одинаковых деталей. Освоив несколько приемов их соединения, можно создавать все, что угодно – животных, птиц, цветы и дома. Оригами с каждым днем пользуется все большей популярностью и в нашей республике. Героиня нашей сегодняшней программы Малика Дересова познакомилась с этим искусством совсем недавно. О существовании оригами я, в принципе, не знала до недавнего времени. Я была в гостях, если честно. Была в гостях у родственников, и там я готовую модель увидела. Вот. Потом попробовала посмотреть, как оно, поближе посмотрела. Я поняла, что модель-то она была собрана из маленьких, мелких деталей. Но потом, мы знаем век, какой у нас. Вся информация в интернете, я, конечно, все это стала интересоваться дальше, больше. А потом уже потихоньку сама что-то видела в интернете, что-то свое добавляла, что-то потом в своем видении, как мне уже что-то видится, как мне бы хотелось, уже какую-то тематику убирала. Хотя Малика говорит, что увлеклась оригами совсем недавно, но она в своем увлечении уже достигла определенных успехов и передает свои знания желающим обучиться столь прекрасному делу. Учить я начала детей с того момента, скорее всего, что дети учатся в школе, потом какие-то вещи я сделала там для руководителя. Я в родительском комитете, председателем родительского комитета работаю. Что-то сделала для класса, потом директор поговорил и попросил, чтобы я в школе вела. В отличие от многих других видов творчества, оригами – хобби незатратное. Все, что для него необходимо – это бумага и ножницы. А если еще приложить немного упорства и воображения, процесс станет по-настоящему увлекательным и продуктивным. В любом случае должно быть огромное желание. Это раз. Я не скажу, что ребенок должен непременно быть усидчивым. Нет, сама техника оригами, квиллинга, скорее всего, техника сама учит усидчивости. Было бы терпение, желание. Желание большое. А дальше, конечно, нужна и бумага, и ножницы, и все прочие дела, и желание, да. Я знаю, что дети у меня очень легко схватывают, очень быстро улавливают, очень быстро. У меня есть дети, которые даже свое что-то мне добавляют, приносят. Это даже радует. Если взрослый задает вопрос, как делать оригами из бумаги, то ему для начала нужно оценить свои силы и начать с простого. Начните с элементарных фигур и постепенно повышайте мастерство. Так вы дойдете до того, что сможете играючи складывать маленькие фигурки. А раз так, то сможете перейти и к более крупным формам. Мы начинаем складывание салфеток. Для девочек это на будущее хороший урок, поскольку салфетки присутствуют на любом праздничном столе. А красиво сложенная салфетка, она, конечно, всегда красивая на столе. Я думаю, самое время и нам с вами посмотреть мастер-класс. Мы, конечно, не будем учиться складывать салфетку. Этому можно научиться и по онлайн-инструкции. Малика нам покажет, как сделать цветок, из которых составлен вот этот замечательный букет. Так, чтобы сделать вот такой вот цветок, нам нужна сжатая бумага. Вот она у нас 3 цветов, но на этот момент мы сделаем белый. Для этого нужно несколько одинаковых размеров таких вот. Разрезать, чтобы сделать лепестки. Лепестки делаются так. Разрезанную бумагу мы складываем вдвое.
и придаем ей форму лепестка, то есть вырезаем. Вот лепесточек у нас вот такой вот получился. Почему он у нас такой широкий? Потому что, ну, это вы по ходу увидите, чтобы сделать лепесток похожий на лепесток розы, мы его отворачиваем конец и слегка растягиваем бумагу, но не сильно. Ну, вот таким образом. Вот он становится похож на лепесточек. И вот таких у нас заготовок должно быть, ну, естественно, несколько. В данном случае у нас их 6. Вот они, заготовочки. Вот. Для чего нам нужна конфета? Цветок наш с сюрпризом. Вот. Чтобы сделать самую сердцевину, бутон, как бы, вот, нам, естественно, нужно, чтобы в середине что-то как-то было. Для этого одну сторону фантика мы, конечно, развернули и спрятали вовнутрь, вот, а другую сторону вот таким образом. Потом берем шпажку, вставляем ее, ни в коем случае она не касается самой конфеты, и заворачиваем вот таким образом. Теперь у нас конфета на шпажке стала похожа на чупа-чупс. И чтобы конфета держалась, ее, конечно, надо вот таким образом замотать. Дальше мы начинаем заворачивать наш цветок. Для этого складываем лепесток, первый лепесток именно вот таким образом. Естественно, чтобы он держался, опять-таки каждый лепесточек нужно заворачивать вот таким образом. Следующий нужно накладывать обязательно, чтобы она закрывала именно эту сторону. Вот таким образом. И опять закрепляем ниточкой. Дальше берем следующий. Нужно брать вот так, вот таким образом, чтобы лепесточки не собирались в одной стороне. Каждый раз слегка поворачиваем. Дальше. Вот так вот. Следующее точно так же. Дальше, чтобы они как-то не торчали неестественно, их надо немного вот так внутрь, чтобы они обязательно как-то вдоль цветка. Чтобы наш стебель стал похож на стебель, нам опять нужна зеленая бумага, полоска зеленой бумаги. Дальше нам нужно сделать хотя бы один листочек. Для этого опять зеленая бумага. Складываем вдвое. Зачем складываем? Чтобы и левая, и правая сторона были симметричны. И начинаем вырезать форму именно лепестка. Вот наш цветок готовый. И выглядит он, в общем, вот так. Цветок с сюрпризом. В принципе, все цветы в этой корзине такие же, как вы видите. Теперь в корзине найдем место для нашего цветка. И тоже его вот сюда вот и ставим. Наш цветок пополнил корзину. Давным-давно искусство оригами считалось на Востоке признаком хорошего тона.
Тогда схемы и правила оригами были доступны лишь высшим сословиям. Сегодня это любимейшее занятие не только взрослых, но и детей. Из ничего сделать произведение искусства. Она учит точности, читать чертежи, потом вниманию, память развивает, учит долго удерживать внимание на каком-то моменте, на том, что ты делаешь. То, что вот происходит на этот момент, удерживать долго внимание, усидчивости. Ну, как вы видите, еще учит общению. Они общаются. Вот. Что, мне кажется, очень важно. Им в жизни все это пригодится. И точность, и внимательность, усидчивость. Это в некотором роде даже успокаивает. Когда мы занимаемся и на кружке мы сидим, я чувствую, что что-то такое, вот что беспокоит. Я показываю именно то, что где нужно подольше посидеть, подольше держать в руках что-то. И им приходится сосредотачиваться. Вот, сосредоточенность, я считаю, это тоже очень важно. Конечно же, об этих ценностях приходящие на кружок оригами не догадываются. Их вначале привлекает красота изделий. Я с детства люблю делать интересные вещи своими руками. Мне нравится вот такое искусство своими руками. Я люблю плести бисерами, люблю оригами, делать вот такие вот штучки своими руками. С оригами я была заочно знакома, сносно знала через интернет, а вот делать их я не знала. Помимо техникума, Малика еще работает и в школе. Здесь школьницы также увлеченно создают изделия своими руками. Сегодня они учатся делать новогодние игрушки. Мы можем проводить много времени перед прилавками с елочными игрушками и украшениями, но купленные вещи никогда не будут уникальными. Пусть вы сделаете небольшое количество украшений на елку, но они будут уникальны и сделаны с душой. Немного фантазии, желания, и у вас получатся шикарные и уникальные новогодние игрушки, которые вы сделали собственными руками. Если вы хотите украсить елку игрушками ручной работы, то мастер-класс нашей героини именно для вас. Мы сегодня будем делать новогоднюю игрушку на елку. Конечно, очень много, разнообразие большое можно купить, но всегда намного лучше, приятнее бывает игрушка, сделанная своими руками. Вот для этого можно брать любого цвета, но я взяла белый цвет. Формата А4 бумага складывается в длину ровно, заглаживается. Из него нам надо получить 6 одинаковых круга. Для этого я бумагу складываю, сложенную уже вдвое, складываю уже втрое. Вот, приблизительно вот так. Обвести. Вот так. Таким образом у нас получатся одинаковые кружочки. Их должно быть 6. Порезать. Вот у нас получились кружки. Круг складываем вдвое. Слегка заглаживаем. Теперь мы разворачиваем и складываем уже в обратную сторону. Точно так же. Из этого у нас получится элемент. Не сама игрушка, а элемент игрушки. Она сборная. Вот, используем клей. Лучше всего карандаш клей, потому что жидкий клей схватывается долго. Аккуратненько приклеиваем к первому сгибу. Следующее у нас получится похоже на цветок. Их должно быть у нас 6. Теперь все эти 6 заготовочек нам надо собрать воедино. Угу. Вот такие вот 4 штуки. Теперь нам нужно в форме шара собрать наши заготовки.
Наносим клей с нескольких сторон и, вставляя друг в дружку, вот так вот, приклеиваем, зажимаем, чтобы не держать. У нас есть тут прищепочки. С этой стороны тоже наносим клей. Ну, вот такая вот игрушка у нас получилась. Вот такой белый интересный шар у нас получился. А если использовать цветную бумагу, получится яркая игрушка. Кстати, шар этот имеет еще одно название – кусудама. Ну а основной атрибут сказочной зимней красавицы, конечно же, снежинка. Как ее своими руками сделать, тоже нас научит Малика. Для этого опять у нас бумага, правда, квадратики вот такие. Их должно быть 5-6. Размер может быть любой, в зависимости от какую большую хотите или маленькую снежинку. Сложить косыночкой, потом еще раз. И именно со стороны не сгиба, а с другой стороны, где вот у нас два язычка, приблизительно на расстояние 7 миллиметров режем. Прямо не дорезая до конца. Останавливаемся. Еще раз. Точно такой же надрез. Точно так же. И доходим до конца. Еще раз. Все. Разворачиваем. Получается вот такая вот. В детстве мы это делали. Нам это всем знакомо. Но из-за этого может получиться красивая снежинка. Для этого внутренний квадратик, вырезанный у нас, недорезанный, правда, нужно трубочкой приклеить, чтобы получилось ровно красиво. Можно использовать карандаш. Вот получится вот такая вот. Теперь следующий нужно перевернуть, чтобы она получилась воздушная, ажурная снежинка. На кончик наносим клей, приклеиваем. Опять-таки можно использовать, чтобы не было ненужных сгибов. Она должна быть круглой, красивой. Опять переворачиваем. Наносим на кончик также клей. И опять склеиваем. И последний опять в обратную сторону. Ну вот, у нас получилось как бы лучик нашей снежинки. Вот этот элемент можно использовать как отдельную игрушку. Вот она у нас. Она может быть просто на елочку, как игрушка. Чтобы она получилась такой, значит, мы начинаем наносить клей на один кончик. Склеиваем серединочку. И эти два ребра тоже склеиваем. Вот такие замечательные, удивительные украшения получились у нашей героини. Осталось только повесить их на нашу елку, которая стоит во дворе телекомпании. Ну что ж, сегодня мы научились делать такие игрушки. Научившись сами, приобщайте к этому и своих детей, родных и близких. Ведь сделанные своими руками вещи всегда высоко ценятся. Красиво сделанные модели вы можете подарить своим родным и близким.